أدوت ذات على الحليلي قوان حقوات شدوا عدهم يرموهم قوان حلي الجوهم بقول حاضر يعني دت آلي رياش. Идти навстречу друг другу и попытаться разделаться с кровной враждой. На работе примирительной комиссии говорили у главы Ингушетии. Когда дышится легко и свободно, Магаз занял 4-е место в экологическом рейтинге городов страны. У нас в районе, например, за эти последние 6-7 лет построено 9 школ, 13 многоэтажных домов, 4 детских садика. Региональная инициатива и возможности федерального уровня. ФЦП в действии приносит созидательный результат, расскажет Юсуп Гелесханов. Я хочу пожелать и коллективу национальной телекомпании, вообще всем телевизионщикам республики новых творческих успехов, новых находок. Ой, что покажем. Всемирный день ТВ сегодня. Что это за кухня такая? Кто в ней работает? А главное, для каких таких целей? Серебряной водой лечили длительно незаживающие раны, если не было эффекта от мази Вишневского. А на тот момент это был препарат номер 1. В общем, на вес золота. Серебряный родник в Джиракском районе приобрел статус охраняемой природной территории регионального значения. Это новости 24. Добрый вечер. С начала года удалось уладить 8 случаев кровной вражды. В Магасе состоялось заседание примирительной комиссии при главе республики с участием Юнусбека Евкурова, представителей администрации городов, районов, духовенства и старейшин. Репортаж нашего корреспондента. Обращаясь к присутствующим, глава Ингушетии отметил, что благодаря усилиям и совместной деятельности духовенства и общественности по разрешению семейных, бытовых и иных конфликтов спасены жизни многих людей, которые могли стать жертвами кровной мести. Руководитель региона поблагодарил всех, кто принимает участие в работе комиссии по примирению, выразил признательность семьям, которые пошли навстречу друг другу и простили кровников. خانة مسجد بيجبه ناقة يقي خاطر دقول نبغى غيت نبغى قمل دوست أفتريتيت وش ناقة يقي ملش بخوش مش دكوا نعرض بيالتش دكوا بيالتش كلر شار отрицательное سؤال наоборот положительное جواب نبغتش تانا من يقي شو قبرش بولجن بيبي بس بولخ ده بيزبي صحت إحتى ده مثلا مولت دي الشار مولت تشار قابل بول تان مولت بوت بخوز بوت بول حتى بين أخو موج بيت أشتا دوخا ميل باقر مرموشولس يقي لا تشان ميل باز عبتو تشنا دو شو دو تشنا باق ميل بيز أقول بيتا двойном тройном режиме ярму бог безбой. В рамках встречи начальник управления по делам религии Али Котиков доложил об итогах деятельности по урегулированию конфликтов, подробно остановился на случаях кровной мести и межличностных споров. بينوي نقطش كخندلش دو ويتك باهش بو نقطش بوش تان خنيقي دولش دو كيلويو أزدويو دي خنيقي خندلش دو يولويو أرسماكو أرتخانو مجخويو اشتدي خن جدونش ده ج بادر يالش تحدو دونش مشتد يالش عن باتشاز آل راتر وين كنا دوتي دقة يعني قي لا تجدلي هتا دي هنسكو دولجدا شو دلي ديتي تفهم دي حقيقة هيجي ناها يقي مصلحة ليل ديجي ناها يقي يبوض ليل ديجي خلنا دي وين قولوا حق يتي حق باجي اشتدي هني موتك دعفو حاجة ليلج بيرج فنا دلي دي هنا تصلصوا وي أوارج جي تسمتك جنيس لوي نخ بين موتك جنيس ينيوين تسونغ قيال حهم بيدي هن نسبة ونياقة زيال بعدين تخن وي مخ دي غربان لا تجبو دي ناها يقي بوز جبو ناها يقي ليغي ليل جبو ديشا ناها يقي بيخكش دي هن صار ديال كلام إلشن قمال دعدش
اشت ديهن دالجر التشنجر ديهن دالجر مالخ بشان دي الله جر سيدول جولج الله جر مالخ بشان والخ جشا قان دالج قيمة دينا ديكانز بيقن ببشان يا اس قمال آخر دعدجه اس ديشاج تو ديشاج ناخ دعدجه تان اشت يبول عبودج لاتج به هستان حقن مولك بوتن بيوين إن شاء الله دال أندل دين يشو دال لا جزك دين دبال مجش بيا مكتك جيبي تقدر نساعدين هن يعني دبل أخيتش بوا دودي هن دبل أخيتش خان سويق يتع كروي دي هن يغز هم طلخ دي هش مكتك نيسلج مكتك جي هت دال أندل قهيك دبي وموت بيت أيرتر سجنو ببخش أوارية ماشين تار ماشيني ماشين صدون خان اسم رجيو وبريد شد سود داخل تسوينو نقش وينو تو نقش شكا خان تودها هن دال أندلية اسم رجني عمبر دبل مجبو وات يبب خوي يعني عمبر بحد دبل بجبو هاد تأتينا دبل بيان دوش دان تونسار هاد اشتدين سوق أهيج بوه بجدت خو. Глава Ингушетии напомнил присутствующим о поистине богоугодных и благородных поступках их единоверцев, которые могут служить примером для всех верующих. Главной задачей представителей духовенства, членов Совета Тейпов, примирительной комиссии Юнусбек-Евкуров считает предотвращение подобных споров и конфликтов путем информирования молодежи о тяжести совершаемых преступлений. уже чего комден латеждол, итчера, притчера, шоучера латеж, хамажа. Уже теркал дидес, ждешь ли тишац, вот там латыш дол хамди, валер хандац, цимакр хандац, да, варья, это чон уже хамажда, уже хамажда там выждать дой, куана, док цимок дольш, вакнага, алам нага болжна тейпажда, вакжнах элч ална элч то дольш хамаждич дадакка, как жнага курбя халдали. هذولش مسج خنتس تان وين شان ياتا برجت خلص شيغن أجر دوت دات أو يردوت دات يارو دا تخيلش وجا شيء سيق وجا نيس ولي دالش تحموته يهم بريمير يقص بيلغو يقص دال حيش تان دوت دات يارو حليلي قوان حقوات شو دعتهم يرموهم قوان حلي الجوهن بقول حاضر يعني دت آلر يعيش عشان تنبولي يقل يرشام دوق بعدين حماش مديش سيغن بوق أنت أز لوق حمد ده أز دوت دات ياره قال لهم إجمع حمشي قال نيسلش شيء يقدر يدخل. В завершении встречи глава Ингушетии распорядился представить план проведения встреч с родственниками погибших для обсуждения проблем, стоящих перед ними, выработки путей их решения. Хади Лабреева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Создание площадки для оказания бесплатной юридической помощи населению Ингушетии. С такой инициативой выступил Юнусбек-Евкуров, обсуждая с депутатом Народного собрания Мусой Гарчхановым вопросы приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным. В свою очередь Гарчханов доложил о завершении республиканского законодательного проекта документа, который касается предоставления отчетов информации о деятельности, выступлений руководителей территориальных органов власти перед законодательным собранием. Юнусбек-Евкуров считает, что все это не должно оставаться просто на бумаге и в протоколах. В конце встречи руководитель региона поздравил Мусу Гарчханова с днем рождения, поблагодарил за хорошую работу и пожелал дальнейших успехов. Это нововведение, и в соответствии с ним мы уже привели в соответствие наше федеральное, республиканское законодательство, внесли изменения, составили план-график, и вот начиная с этого месяца уже будем заслушивать территориальных органов о деятельности, проводимой в Республике Ингушетия. Понимаете, вот очередное сейчас самое первое у нас планируется заслушать территориальное управление Росимущества и управление Минюста в декабре уже планируется у нас. После этих заслушиваний делать оценку деятельности. Было бы желательно, конечно, делать анализ с другим регионам, на каком уровне наши вот эти структуры все находятся. В том числе, если там, мы говорим там, и по Росимуществу, и по другим направлениям. В каком рейтинге, на каком месте, потому что и в Российской Федерации, и в целом по округу. Если они занимают там не самые ключевые там, или хорошие позиции, то тогда по этому поводу, конечно, направлять сюда, в администрацию тоже бумагу, и по своей линии там, направлять уже Федеральное министерство ведомств, там, где их курируют. Это сделано для того, чтобы и мотивировать работу, и
улучшать работу, которую эти люди делают, эти структуры делают. И вторая тема – это в сфере принятия определенных законов, которые сегодня парламент принимает. Здесь, в принципе, у нас боев нет, но продолжить эту практику до того, как закон подписывать, все эти процедурные вещи согласовывать с прокуратурой республики. Четкое исполнение федерального законодательства, соответствие местных законов с федеральным законодательством. На этом тоже надо смотреть. Исправлять ситуацию сегодня у нас проблем не осталось. У нас практически или даже нет вообще таких законов, которые не соответствуют федеральному законодательству. Поэтому у нас с этим проблем нет. Еще одна тема, конечно, вместе с Ассоциацией юристов и другими организмами юридического направления, в том числе и нашим Ингушским государственным университетом и Институтом экономики, можно в юридическом направлении, которое там есть, можно было подумать вопрос все-таки вот эту тему бесплатного. Бесплатно это говорит о том, что в бюджете денег нет на это. И правовое обеспечение населения, правовая практика, правовые лекции. Вот по этому поводу, конечно, надо было продумать еще раз, посмотреть максимально, как сделать такую площадку. Магаз занял 4-е место в экологическом рейтинге городов страны. Лучшие результаты сразу по нескольким критериям показали Набережные Челны, Казань и Воронеж. При этом Москва в этом году оказалась на 16-м месте, а Санкт-Петербург на 26-м. Всего в рейтинге приняли участие 103 российских города. Минприроды страны и общественное движение ОНФ оценили качество жизни в каждом из них. Воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами и воздействие на окружающую среду. Чтобы рейтинг был максимально объективным, во внимание взяли не только статистическую информацию, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. На итоговые результаты рейтинга повлияла реализация проектов «Генеральная уборка» и «Зеленый щит». Школы, детские сады, дома культуры, больницы – все эти важные, где-то даже стратегические объекты на территории Ингушетии возводятся при полной поддержке федерального центра. В регионе реализуется несколько федерально-целевых программ. Одна из основных – социально-экономическое развитие Республики Ингушетия. О том, как благодаря ей преобразился только Сунжинский район, расскажет наш корреспондент Юсуп Гелисханов. Образование – самое великое благо для человека. Словами русского писателя Чернышевского, учащихся встречает 4-я Нестеровская школа. Учебное заведение распахнуло свои двери ровно год назад, а построена школа в рамках ФЦП по развитию образования. Благодаря этому в селении удалось полностью закрыть вопрос двухсменкой. Раньше я училась в Нестеровскую первую школу. Школа была не такая, как эта. В этой школе в целом мне все нравится. Хорошая столовая, хорошие условия. Условия действительно лучшие. Нужно лишь желание самих школьников учиться. Школа рассчитана на 540 мест. Сметная стоимость более 300 миллионов рублей. На сегодняшний день учебное заведение практически заполнено. Здесь для школьников предусмотрены удобные классы, большой актовый зал, компьютерные кабинеты. Помимо прочего, открыты различные познавательные секции. У нас еще есть шахматная, там, где хочется играть очень долго. Здесь есть такие условия, что здесь хочется учиться на отлично. Тут есть еще большой спортивный зал. Спортивный зал действительно впечатляет. Сейчас старшеклассники увлеченно играют в мини-футбол. Здесь и своя библиотека. Что же касается педагогического состава, то в коллективе трудится 44 высококвалифицированных специалиста. Для нас, конечно, было это неожиданностью работать в такой большой, уютной школе, в таких условиях. Спасибо всем. И мы, в свою очередь, будем стараться дать для наших детей все, что в наших силах. Воспитание, знания, полезные навыки и культурное наследие – все это начинается в этих стенах. Возведение таких объектов, безусловно, важное направление в развитии всего общества. За последние годы в Сунжинском районе построено 9 таких школ. В Мужичах у нас строится школа. В Мужичах у нас строится, в этом году будет сдан дом культуры. В Алкуне сдана школа. Также там строится, в Арштах строится дом культуры. У нас в районе, например, за эти последние 6-7 лет построено 9 школ, 13 многоэтажных домов, 4 детских садика. Это не перечислить. Станции скорой медицинской помощи, поликлиника, Галашка поликлиника. 2018 год, я думаю, это будет год Сунжинского района.
Это далеко не единственный объект, построенный по программе ФЦП в Нестеровском. Детский сад, рассчитанный на 220 мест, расположен здесь же, через дорогу. Это современное трехэтажное здание планируется сдать в 2018-м. Такой же объект построен и в Сунже. Правда, открытие детского сада с говорящим названием «Старт в будущее» состоялось в декабре прошлого года. В этот же день было открыто еще одно учреждение образования – первый лицей, рассчитанный на 540 мест. С недавних пор, наверное, жители района замечают, что въезд в город Сунжи изменился заметно, что справа выросло огромное большое здание. Это школа, построенная, подаренная компанией, успешной компанией, нефтяной компанией «Роснефть», подаренная жителям Сунжинского района. Это неоценимый вклад в образование Ингушетии, района, да и всей страны в целом. В новой школе обучается 442 ученика, и что самое главное, занятия только в одну смену. Помимо основных, здесь также функционируют дополнительные кружки. В прошлом году на базе лицея открылся Центр инновационного творчества «Реновация». Строительство же школы было начато весной 2015-го в рамках соглашений о сотрудничестве между нефтяной компанией «Роснефть» и Ингушетией. А через год, 1 сентября, лицей номер 1 распахнул свои двери для сотен сунжинских школьников. Великолепный подарок к Новому году для наших детишек, для нашей республики. Компания «Роснефть» выполняет свои обязанности и свои обязательства и более чем за последние годы в республике. Строятся хорошие школы, хорошие детские сады, хорошие объекты. Хочу поблагодарить всех, кто строил эту замечательную школу, а также республиканские власти. Все вместе мы сделали вам большой подарок. Еще раз поздравляю всех с открытием новой школы и желаю ученикам школы номер 1 больших успехов в учебе и отличных оценок. Более того, по линии Роснефти в прошлом году на улучшение водоснабжения Сунжинскому району было выделено 300 миллионов рублей, за счет чего проложено больше 8 километров водопровода. Построены 2 артезианские скважины. Ну а на 2018 есть договоренность с руководством Роснефти на 600 миллионов рублей, что позволит полностью исключить проблемы водоснабжения в селениях Нестеровское и Троицкое. Юсуп Гелисханов, Рамазан Миржоев, Новости 24. Может ли душевная терапия служить важным элементом качественного образования? Может, если речь идет о музыке. О дополнительном образовании сегодня говорили на встрече главы Ингушетии с директорами школ искусств. Минпромторг России готов обеспечить региональные школы искусств необходимыми музыкальными инструментами. Сейчас готовится необходимая документация. Подробности в нашем репортаже. Детские школы искусств сумели воспитать немало талантливых музыкантов, и желающих учиться в учреждениях дополнительного образования с каждым годом становится больше, отмечает глава республики. Чтобы заниматься музыкой, необходима сильная материальная база. Минпромторг России готов обеспечить региональные школы искусств необходимыми музыкальными инструментами, но заявок от Ингушетии в министерство до сих пор не поступило. По этому вопросу глава сделал замечание министру культуры Марет Газдиевой. Для меня тоже было открытием, когда в Минпромторге в случайной беседе оказалось, что в Минпромторг есть департамент, который занимается там музыкальными инструментами для школ. Совместно с Минкультом России? Ну, я не знаю, совместно или не совместно, но я знаю другое, что ни разу за время существования этого департамента от Ингушетии ни одной заявки там не было. Нет, это целевая программа, она только начинается в 18 году. Нет, департамент целый, она давно там есть. И в этом году тоже заявки там не было. Немало направлений, в которых предстоит провести колоссальную работу, отмечает и Марет Газдиева. Сейчас в республике работает 8 учреждений дополнительного образования. Практически во всех учащиеся педагоги ютятся в тесных неприспособленных помещениях, а потому принять на обучение всех желающих просто невозможно. В ближайшей перспективе мы столкнемся с ситуацией, станем заложниками ситуации, когда в основу создания республики симфонического духового оркестра мы не сможем ничего вложить, а также столкнемся с ситуацией, когда после строительства ряда ввода профильных объектов в республике, которые мы строим, мы не сможем обеспечить их профессиональными кадрами. Продолжая тему дополнительного образования в регионе, директор колледжа искусств отмечает, практически во всех городах и районах республики строятся дома культуры. Важно обеспечить их профессиональными кадрами. Колледжи готовы оказать помощь в подготовке будущих работников культуры. Я неоднократно поднимал этот вопрос. Даже ездил вот по Сунжинскому району, я все села объездил, говорил с главами вот этих сельских образований, поселений. Давайте, направьте, 2-3 направьте к нам учиться.
Поддержите, если нет материальной возможности у детей, поддержите их. Там копейки, вот, дорогу хотя бы оплачивайте. Завтра у вас будет работник. Предложение по развитию детско-юношеского творчества озвучила и Фариза Шадыжева. Председатель Союза композиторов республики показал Юнусбеку Евкурову один из вариантов сборника старинных ингушских мелодий под названием «Галгай-Или». Она предлагает проводить уроки музыки по этим пособиям в детских садах и школах. Глава оценил труды Фариза Шадыжевой и отметил, что этот проект наверняка станет перспективным. Вот я хотел гимн посвященный Голубой. Папе я посвятила. Да, а есть просто вот... Есть. А нам тоже посвятить. Посвящу. Глава республики поручил министру культуры представить предложение по внедрению в школах в качестве обязательного урока музыки. Тем более, что в новых образовательных учреждениях созданы все условия для профессионального обучения по этому предмету. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Юные музыканты, воспитанники школы искусств региона подготовили сегодня концертную программу. Выступление прошло в Ингушском государственном университете. Главы республики, который также находился в зрительном зале, порадовали лауреаты международных и всероссийских конкурсов. Это мероприятие по праву можно назвать праздником музыки. В зале звучат произведения Фредерика Шопена, Франца Шуберта, Сергея Рахманинова и других выдающихся российских и зарубежных композиторов. Исполнители – воспитанники школ искусств республики. Многие из них, несмотря на свой возраст, уже успели добиться колоссальных результатов в музыкальном мире. Этого харизматичного и талантливого музыканта, пожалуй, хорошо знают не только в Ингушетии, но и далеко за ее пределами. Альберт Шадыжев, лауреат всероссийских конкурсов, уже успел покорить сердца сотен любителей классической музыки. Скрипка в руках талантливого музыканта способна виртуозно исполнять самые выдающиеся произведения мировых композиторов. Чтобы добиться этого, пришлось приложить немало усилий, признается он. Для того, чтобы стать лучше, я занимаюсь дома под утром, но смотрю в зеркало, как я играю. Хожу на уроки. Но это однозначно, что нужно много сил и много тренироваться. Не меньше восторг у публики вызвало и выступление гитариста. Для почетных гостей мероприятия Арснаков Чапанов исполнил мелодию из известного кинофильма «Крестный отец». Музыка, это радость, это чувство, эмоции. Музыка мне нравится, особенно классика. Я уже учусь на гитаре 5 лет. Научился я играть много произведений. Аргентинская танго, «Крестный отец», андентина, аллегро я умею. Каждое выступление юных музыкантов с особым вниманием слушает и глава Ингушетии. Талантливых детей у нас в республике много, отмечает он. Самых лучших региональные власти поддержат и окажут им посильную помощь. Главное – учиться и расти творчески. Ольга Юрьевна Голодец, вице-премьер правительства Российской Федерации, совместно с великим, всемирно известным, всеми нами любимым человеком Валерием Гергиевым начали проект именно поддержки вот такой талантливой молодежи Северокавказской из Ставропольского края. Первое прослушивание было в Владикавказе, и сейчас эти прослушивания будут не в одном месте, они будут ездить по регионам. Может, следующее прослушивание будет у нас. И те дети, которые себя проявляют, они получат прямой путь на уровень там уже Валерия Гергиева, проявить себя, показать себя. Возможно, очень скоро в этом проекте примет участие и Хади Сапралиева. Девочке недавно исполнилось 9. И хотя для нее знакомство с пианино только началось, достигнутыми успехами Хади уже радует своих родных и близких. Ответственным, более внимательным, очень легко все запоминает. Ну, вообще в школе все дается хорошо, и учится она хорошо. Она учится в школе-гимназии город Назрань в 4 классе. Как бы одни плюсы. Талантливыми не рождаются, а становятся, уверены родители. Чтобы ребенок в будущем сумел достичь немалых успехов и стать выдающейся личностью, необходимо с самого детства прививать ему любовь к искусству и классике. Верными помощниками и опорой им в этом станут преподаватели детских школ искусств.
Каждый талант нужно развить. И спасибо тем мамам, папам, которые хотят приобщить современных детей именно в музыке, классической музыке, и отдают на такие инструменты, как фортепиано и скрипка. Восхищенные взгляды во время выступлений и бурные аплодисменты. После самое большое признание для юных музыкантов. И хотя каждый из них уже успел достичь многого, впереди у будущих музыкантов еще немало высот, которые им предстоит покорить. Зелимхан Калоев, Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Профессиональный праздник сегодня отмечают работники телевидения. По директиве ООН страны, состоящие в организации, должны были бы обмениваться опытом в области ТВ, творческими продуктами, идеями и высказывать свое мнение о будущем телевидения. ТВ – явление молодое, ему всего 80 лет, и оно плотно вошло почти в каждый дом. Новости, ток-шоу, модные сериалы, серьезная документалистика. Каждый выбирает то, что ему по нраву. О том, что воздействует на наши умы и мировоззрение, расскажет Мария Местоева. Первые эксперименты по передаче и приему изображений на определенном расстоянии проводились еще в начале 20-х годов прошлого века. Но реально возможным это стало только в 30-х годах. В 1933 году инженер Владимир Зворыкин изобрел катодную трубку, которая стала главной частью телевизора. И только после этого начались регулярные передачи. На тот момент люди воспринимали телевидение как некое волшебство. И только по прошествию нескольких десятков лет ТВ стало настоящим искусством. И если до 1949 года все съемки велись только в студии. Сегодня состоялось открытие нового цеха Александровского хлебзавода. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. То с этого момента зритель стал видеть в ящике то, что находится вне телецентра. Сегодня заработал на полную мощность новый цех Александровского хлебзавода. На службу сталинской пятилетки собраны силы лучших мастеров хлебобулочного производства страны. Сегодня современное ТВ – источник информации, развлечения, развития и даже воспитания. В каждом доме есть телевизор, а то и несколько. В нашем регионе история телевидения начинает свой путь развития вместе с образованием республики. В 1992 году состоялось открытие ГТРК. Тогда в подвале здания Народного суда находилась монтажка, студия и аппаратная в одном лице. И только в 1999 году филиал федерального канала переехал в новое современное здание. Здесь сегодня работает более 100 сотрудников. Любая работа на телевидении, будь монтажера или оператора, или режиссера, если человеку интересно то, что он делает, он это освоит с лихвой, да. 20 лет ГТРК была единственной общественно-политической телекомпанией республики, пока в Магасе не началось масштабное строительство национальной телерадиокомпании «Ингушетия». Решение о создании канала принималось это в 2010 году. В 2011 году в апреле было издано постановление правительства о создании национальной телекомпании. К концу 2011 года в октябре был заключен госконтракт о строительстве телерадиокомплекса. В 2012 уже практически работа началась. И, как я сказал, официальное открытие состоялось в августе 2013 года. Ядро национального телеканала, как и всех других, конечно же, новости. Корреспонденты редакции информационных программ работают в любую погоду, в любое время дня и ночи. Новости 24, Хуамыш, итоги недели и новости Северного Кавказа. Здесь ежедневно трудится около 20 корреспондентов. Это люди, которые всегда начеку и круглый год выдают в эфир информационную картину каждого дня. Новости бывают по 30 минут, по 35, по 40 минут. Итоговые новости бывают. Темы разнообразнейшие, от самых свежих тем, бантики, все, что можно отснять в республике. К сожалению, материала в республике бывает мало снять, потому что республика сама небольшая, но находятся интересные сюжеты, находятся интересные выпуски бывают. Те же новости, но в расширенном формате – это общественно-политическая редакция. Корреспонденты этого отдела раскладывают каждое событие на крупицы и проводят глубокий анализ происходящего. В передачах, которые готовит редакция, всегда можно послушать как мнение экспертов, так и народа. Новости, как всегда, впереди телевидения всего, как и положено, собственно. Потом вся эта информация попадает в общественно-политическую редакцию, и начинаются специальные репортажи, круглые столы. То есть мы расширяем обсуждение проблемы, приглашаем дополнительное количество людей, привлекаем, что называется, длинный метр. Мы снимаем не 3-4 минуты, как новости, а вот 26, 58, 52 минуты.
Но акцент делается не только на политике. Живопись, литература, история. Ежедневно здесь готовятся передачи на разную тематику. Культурно-просветительская редакция успела попробовать многие проекты, но планов все еще много. На сегодняшний день в нашем регионе активно развивается и спорт. Наши земляки не перестают радовать нас своими достижениями. Ну а корреспонденты спортивной редакции стараются держать нас в курсе побед. Ингисхан Издоев — победитель первого поединка М1 Челлендж 76, который прошел у нас во Дворце спорта МАГАС имени Берда Евлоева. Не меньше внимания уделяется и духовному развитию. Корреспонденты духовно-нравственной редакции работают на НТРК со дня основания и за 4 года успели выдать в эфир десятки программ, рассказывающих об ингушских адатах и столпах ислама. Национальная телерадиокомпания освещает все стороны жизни республики и создает контент для разных людей. Взрослый или ребенок, мужчина или женщина, не важен возраст и профессия. На национальном каждый найдет передачу по душе. Познавайка я хочу, сою хочешь передачи. Ханс халханчинги ханзери хажичун ханзери передачи до хозахет. Манах межди кидам болхи қалнах бахиш мичицгичи. Цария гжахт хихм гладух эхто балс. Цусог программы же бусубдин нагляться. Да, я смотрю телеканал Ингушетия. Там показывают мою любимую программу «Жизнь замечательных детей». Я много чего узнаю из этого. Она очень замечательная, познавательная. Я смотрю канал Ингушетия, и больше всего мне нравится смотреть новости. Технические возможности нашего телеканала соответствуют нормам всемирного вещания. Большая студия для записи тематических передач, малая новостная студия, студия для утренних программ и особая виртуальная студия для создания спецэффектов. Все они могут выходить в эфир одновременно и независимо друг от друга. Плюс к этому у телекомпании есть возможность вести прямые трансляции из любой точки республики с помощью передвижной телевизионной станции. Это специальная машина, где у нас все оборудовано. Там не просто есть телевизионные камеры, там монтажная система, там звуковые микшеры, там консоль управления для видеорежиссера. Мы можем записывать с камеры Wi-Fi камеры. Также мы можем передавать этот сигнал, который поступает на передвижную техническую станцию, сюда на нашу телекомпанию и также автоматически подключаться на Триколор ТВ, на наш канал, и выдавать это изображение с любых мест событий. В этом году национальная телерадиокомпания отпраздновала свое 4-летие. С 10 утра и до 4 вечера несменные ведущие Амирхан Зортов и Лейла Цурова вещали в прямом эфире. Сотрудники НТРК Ингушетия принимали поздравления и, несмотря на праздничный день, все равно делились хорошим настроением со зрителем. И сегодня, во Всемирный день телевидения, работа на НТРК также кипит. Создаются новые проекты, снимаются интересные передачи и освещается каждое событие, произошедшее в регионе. Я хочу пожелать и коллективу национальной телекомпании, вообще всем телевизионщикам республики новых творческих успехов, новых находок, чтобы регулярно появлялись новые проекты, которые в первую очередь затребованы обществом. Ну, чтобы это все было профессионально. Бесперебойные, нередко многочасовые прямые эфиры, выездные командировки и хорошее техническое оснащение. Сегодня эфир национального в основном заполняет собственный продукт. Несмотря на такой сравнительно небольшой срок вещания, компания не раз занимала лидирующие места на различных конкурсах СМИ. И на этом мы останавливаться не собираемся. Дальше больше. Мария Мистоева, Зарема Евлоева, Новости 24. В адрес нашей телекомпании поступают поздравления. К примеру, председатель контрольно-счетной палаты отметил, что НТРК вышла на качественно новый уровень. Созданные трудом журналистов и операторов, программы и передачи завоевывают все большую популярность. Ширится круг зрительской аудитории. Коллектив поздравили от имени руководителя фонда капитального ремонта, пожелали творческого потенциала, вдохновения и, опять же, благодарного зрителя. Ну а в музее краеведения имени Тугана Мальсагова назвали нас проводниками в путешествие жителей по истории, науке, культуре, не говоря уже о географической направленности работы телевизионщиков. Всем вам огромное спасибо за признание. Ну и к другим новостям. Повестку будущего заседания обсудили сегодня в Народном собрании. На этой неделе в республику планируется приезд делегации парламентариев из Дагестана. Цель визита – подписание договора о сотрудничестве между сторонами. Депутаты обсудили и насыщенную программу пребывания гостей в регионе. Планируют
побыть у нас сутки, и итогом их пребывания будет подписание соглашения о сотрудничестве между парламентом Республики Ингушетия и парламентом Республики Дагестан. Предполагается в ходе их пребывания посетить также объекты, которые мы с вами обсуждали в Горной Ингушетии, объекты культурного наследия. На следующий день спустимся уже на равнину, посетим с вами и мемориал памяти славы, и Бартагала, башню Согласия. Также в рамках повестки народные избранники обсудили готовность к заслушиванию доклада о своей деятельности руководства территориального управления по регистрации права собственности на объекты культурного наследия. Депутатов Народного собрания интересует вопрос юридического оформления памятников истории Горной Ингушетии. Здесь речь идет о праве собственности, о регистрации, вернее, права собственности на памятники, а также передаче в оперативное управление этих памятников конкретной организации. То есть мы в ходе своей работы обсуждаем все аспекты, связанные с сохранением памятников истории Горной Ингушетии. Ориентируемся по зебре и соблюдаем правила безопасности. Пешеходы и риски перехода дороги в неположенном месте вновь разбирали на практике сотрудники ГИБДД в ходе очередного рейда. Проблемы все те же. Водители не всегда уступают дорогу пешеходам. Те, в свою очередь, спонтанно принимают решение перебежать трассу там, где не следует. Нередко все эти эксперименты заканчиваются ДТП. Подробно разбирался и разъяснял наш корреспондент Руслан Албагачиев. Пешеход – это человек, передвигающийся пешком, то есть при помощи ног, методом бега или прыжков. Согласно правилам дорожного движения, пешеход – это лицо, которое находится в нетранспортном средстве, но все же пешеход является участником дорожного движения. Пешеходы такие же участники дорожного движения, как и водители. Переходя проезжую часть, они тоже несут ответственность перед водителями и перед законом. И правильное поведение пешехода на зебре – залог его собственной безопасности. На этом участке есть и предупреждающие знаки, и даже специальный пешеходный светофор с двумя секциями. Что олицетворяют зеленые и красные человечки, объяснять, наверное, излишне. Перешел на красный свет – придется заплатить штраф. Вот так вот при помощи бега нарушает ПДД. Невзирая на свет светофора и опасность попасть под колеса, пешеходы, как ни в чем не бывало, вступают на зебру. Нарушение пешеходом перехода проезжей части в неположенном месте, также с нарушением влечет наложение административного наказания по части 1 статьи 12.29, наложение наказания в размере 500 рублей. А вот этот случай, когда мужик пошел... Также он несет административное наказание, так как он нарушил данный момент, потому что он обязан перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Если же пешеходный переход стерся или же его не видно, то он ориентируется по дорожным знакам. Только с начала года в регионе зарегистрировано 38 наездов на пешеходов, 17 человек погибло и 28 ранены. Если мы разбираем различные случаи при наезде на пешеходов, то нам бывает ряд способствующих этому причины: отсутствие освещения, отсутствие дорожной разметки, которую уже не видно, потому что пешеходы рассчитывают на то, что все для них сделает кто-то, но только не они. Если, допустим, пешеходная дорожка не видна, они думают, что могут дорогу переходить в любом месте, как им удобно. Оживленная дорога, круговое движение в центре города, а женщина с ребенком свободно переходит дорогу даже не по зебре. Женщина, можно на секундочку? Вы идете с ребенком, вы знаете, что вы нарушаете правила. Ну как вы не знаете? Это же ваш ребенок. Вы же должны за него беспокоиться в первую очередь, прежде чем за себя. Вы сейчас пересекаете проезжую часть, буквально в 10 метрах находится пешеходный переход. Завтра он вырастет, без вас это будет делать. Пропускать пешеходов, которые переходят проезжую часть или только вступили на нее, вряд ли водителям это правило не знакомо. Но почему-то соблюдают далеко не все. Если один пропускает, другой обязательно пропускает. Это очень тяжело бывает иногда переходить эту дорогу. И самое обидное это бывает, когда водитель, другой, еще бывают такие случаи, когда еще кричат, недовольствие проявляют, что, мол, типа, мы должны бежать по этой дороге.
Впрочем, среди водителей немало тех, кто осознает всю ответственность за себя и за окружающих. Ведь вне зависимости от того, прав пешеход или нет, в любом столкновении на дороге всегда два участника. Был такой случай, женщина хотела перейти, это было к вечеру, и ее сбили. Были такие случаи. Есть и в городе тоже такие случаи бывают. Явно вот видите, что машины едут и по правилу и выскакивали на дороге. Есть такие пешеходы тоже. Им объяснишь, они вообще в ноль внимания. Даже По всей видимости, штрафы для нарушителей не такое серьезное наказание. А итог такой халатности на дороге всегда один: разбитые машины и покалеченные жизни. И задуматься над этим стоит, прежде чем легкомыслие не довело до беды. Руслан Албагачиев, Гапур Чахкиев, Новости 24. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают и работники налоговой. Эта дата официально на календаре была отмечена 21 ноября 1991 года. Работа налоговых органов играет важную роль в формировании благоприятной экономической ситуации в стране. Это подчеркнул в своем обращении и глава региона. Цитата. «Своей слаженной работой вы вносите значительный вклад в становление и укрепление финансовой и налоговой системы Республики Ингушетия. Уверен, что знания, опыт и преданность делу работников налоговой службы станут залогом успешного выполнения всех важных государственных задач во имя процветания России и благополучия ее жителей», отметил Юнусбек Евкуров. Золото в копилке и третье место в общем счете. С таким результатом вернулись наши спортсмены с очередных соревнований, проходивших в Ачхой-Мартане, в Чеченской Республике. Там прошел турнир по боксу, который посвятили памяти мастера спорта России Турпал-Али Кукаева. С золотым призером Магомедом Балаевым пообщался наш корреспондент. Вот он, новый чемпион, который разгромил все шансы на победу своих оппонентов на прошедшем турнире в Ачхой-Мартане в Кубке Дружбы. Магомед Балаев выступал в весовой категории 43 килограмма и показал самый лучший уровень владения боя, хорошую физическую и техническую подготовку. Магомед не сомневался в своих возможностях, но все же волнение было. В соревнованиях принимали участие лучшие боксеры Северного Кавказа. Турнир серьезный, республик, СКФ, международный кубок. Но я соревнования os şey tayzali dast qolatış halo чеченские зали дут qolatış тахы привыкнуть я даст лита даст халхаи тах халдер бодряч кабардинс ахтвацер но победил сильнейший олец. Ни одна победа не дается легко, как может показаться. За каждым шагом к триумфу стоит огромная и кропотливая работа спортсмена и тренера. Мы первый раз туда поехали. Наши ребята неплохо выступили, так как вот одно первое место и двое у нас были вот буквально первые и вторые бои у них только для обкатки мы повезли. Они, к сожалению, у них не получилось выиграть. Обкаточный характер. Нужно отметить, что Магомед, он и в прошлом году выигрывал и различные всероссийские соревнования, и на нашей республике он первым становился. Так что вот такие вот результаты. Неважно, какой у боксера опыт в боксе, но свои первые шаги и достойные поединки в карьере профессионала они уже продемонстрировали и не раз. Теперь намерены двигаться только вперед. Всего на турнире Ингушетию представляли 9 боксеров. В их числе и дебютанты, среди которых и Абубукар. Боксом Абубукар начал увлекаться совсем недавно. Главное, что манит молодого человека в этот спорт, прежде всего способность постоять за себя в любых жизненных ситуациях. Противник был нормально, я тоже подготовился нормально, и я вошел в финал. И у меня результаты были хорошие. Тренировки в ФОКе проходят в несколько смен. Помимо боксеров здесь занимаются дзюдоисты и грэплеры. В течение дня здесь проходит где-то около 400 человек. Это греко-римская борьба, бокс, дзюдо, тайский бокс. Недавно у нас ездила команда ФОКа, ездила в Новоласский район Республики Дагестан, где они очень хорошо выступили. 3 первых, 4 вторых места заняли. В зале каждый день тренируются не только любители, но и спортсмены, желающие связать свою жизнь с профессиональным спортом. Ребята с большим интересом и желанием проводят занятия. А это упражнение называется «Бой с тенью», которое помогает развивать все необходимые качества боксера. Турнир был посвящен памяти мастера спорта России Турпал-Али Кукаева. По итогам соревнований первое место заняла команда Чеченской Республики, второе – Кабардино-Балкарии и на третьем – сборная Ингушетии. Зелимхан Калоев, Рамзан Межоев, Новости 24.
Горный серебряный родник недалеко от селения Гули в Джейрахском районе приобрел статус охраняемой природной территории регионального значения. В начале месяца Комитетом экологии утверждено положительное заключение экологической экспертизы. Водица здесь действительно целебная, содержит ионы серебра. Родник уже оброс легендами и увлекательными историями, и, как выяснилось, большая часть из них достоверная. Кстати, месяц назад здесь начали строительные работы по благоустройству. Залина Магушкова обо всем подробно. О серебряном источнике Хаурха знают не только местные жители, но и ингуши с равнины. Как правило, сюда издалека приезжают не с одной емкостью, а с 10. Не так часто, но когда есть возможность, за водой спускаются и ингушские хоккеисты. Спортсмены шутят, что их подловили на своеобразном допинге. Шутки шутками, но истории о целебных свойствах этой воды звучат довольно серьезно. 15 лет назад у меня заболел нянуш, и сказали, что этот источник будет хороший для него, для лечения. Мы приехали сюда с родственниками за этой водой, набрав ее, и тут как раз шел один взрослый, очень пожилой дедушка, и мой нянуш у него спросил, насколько эта вода лечебная, как вы знаете. И он нам рассказал, что когда он был молодым мальчиком, в то время были тропы, а не дороги, он сорвался в обрыв с лошади. Сорвавшись в обрыв, его через неделю нашли в этом обрыве, и просто женщина его выходила, налаживая повязку этой водой. Шрам он показал, у него на всю голову был шрам. Дед уже был лет за 80. Шел пешком, не то, что мы здесь на машинах катаемся. Родник расположен недалеко от Гули, между селениями Бишт и Кязи. Точное значение слова «хаур» не определено. Примерно его трактуют как нарыв, рана и заживление. Еще санкт-петербургские ученые после экспертизы воды признали, что в ней содержится большой процент серебра. Известно, что этот элемент имеет сильное дезинфицирующее свойство. В народе известны случаи исцеления этой водой заболеваний почек, печени, сердца и сосудов. Чаще всего ее применяют для лечения наружных ран. Знаменитый русский врач Николай Пирогов, основоположник военной полевой хирургии, долгое время изучал на Кавказе методы лечения горцами огнестрельных и гнойных ран. Впоследствии на основе его трудов серебро получило довольно широкое применение во время Великой Отечественной войны. Серебряной водой лечили длительно незаживающие раны, если не было эффекта от мази Вишневского, а на тот момент это был препарат номер 1. До сих пор это благодатное место было сокрыто недоступностью. Десяток лет назад сюда вела всего лишь маленькая тропка, а до последней реставрации родник выглядел так. Теперь же он преобразился. Строительные работы начались здесь пару недель назад. В течение этого времени здесь работали всего 2 человека, один из которых Саид Илиев. Это сейчас в рабочей одежде сложно узнать действующего главу администрации сельского поселения Гули. Он принял на себя заботы о селе 5 лет назад, когда ему было всего 26. Молодой и задорный глава сельской администрации понимает, что управлять селом – это не только бумаги перекладывать с места на место. Порой это могут быть предметы и потяжелее. Дизайн родника выполнен в национальном колорите. Саид вместе с двоюродным братом импровизировали на ходу. Камни собирали и обрабатывали тоже самостоятельно. Признается, что делал подобное впервые. Вот что значит гены горцев. Тут ол елай огер ат. Цар ер лория гетсу то адла хама шозла кутсла хозгай луахцу згалаж гай хамел хаму вайдаш что ак цакай луахшхани. Тацадецри цар кай луах гетсрс. Збахни ох збол бапус. Благоустройство родника на завершающем этапе. Осталось убрать строительные материалы, выровнять прилегающую территорию для большой парковки, а для удобного подъезда поднять пологую дорогу на несколько метров. Также планируется поставить скамейки и посадить деревья. Реставрация производилась по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий. Часть средств было выделено государственные средства, часть частные инвестиции. Помогали сами местные жители. Помощь оказывали от района техникой.
Совсем недавно этому роднику присвоили статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Это означает, что впредь экологическое состояние самого источника и прилегающей к ней территории будет стоять в приоритете охраны окружающей среды. Местные жители приняли подобную весть с восторгом, ведь они, как никто другой, понимают, насколько важен этот родник, окутанный удивительными историями. Носители древних легенд рассказывают о неком всаднике, который не хотел убивать своего израненного коня. Отпустил он эту лошадь и заметил со временем, что эта лошадь возле этого источника все время околачивается. А потом раз заметно у него лошадь поправилась. И он еще заметил, что все вот эти горные животные, все вот дичь собирается возле этого источника. Старейшины, которые издавна используют воду в быту, говорят, что необходимо набирать ее именно ночью. Этот совет подтвержден научно. Из-за высокой чувствительности ионов серебра к солнечному свету лечебная активность серебряной воды снижается. Желательно набирать ее в глиняную посуду, так она лучше сохраняет свои свойства. Если цветы поставить в вазу с серебряной водой, они не будут вянуть аж целый месяц. А семена овощных культур, промытые такой водой перед посадкой, прорастают быстрее обычного и дают высокие урожаи. Если нужен целебный эффект, желательно ее не кипятить, и нельзя ею злоупотреблять. Особенно важно проявлять большое уважение к самому роднику. Категорически запрещено там пить. Арк дейти, бахуш нахад, такая бабья барит арк может баврать. Чё муляра. А за шикарк манмавялники хихадал ян даян шиш турбан дакал махин гетап ян сатхи. Доказательство мочис. Наши предки жили в гармонии с природой и знали, как пользоваться этими дарами, поэтому их удалось сохранить по сей день. Эту эстафету должным образом обязаны принять молодое поколение. Залина Магушкова, Зарема Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24. Ну и в завершение расскажем, как бизнес на главной улице одного из новозеландских городов был временно прекращен после того, как у входа в местный торговый центр поселился рой пчел. Они не проявляли никакой агрессии. Несмотря на это, прохожим на улице пришлось спрятаться. На местные магазины закрыли свои двери и окна, чтобы насекомые не проникли внутрь. Видео в одной из соцсетей увидела проживавшая неподалеку женщина-пчеловод. Приехав к торговому центру, она поместила рой в пластиковый контейнер и отвезла к себе на пасеку, где и поселила пчел в улей. В общем, неплохо устроились. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.